Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Мужчина, который изменит вашу жизнь. Кто он такой? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Сильный мужчина, смотрите, щитом и с мечом. У кого-то 100% отыграется военный. Военный в настоящем, либо военный в прошлом. Мужчина на богатыря похож. Рослый мужчина, рослый, плотный. Знаете, не худощавый, а скорее как плотное телосложение. Спортом занимается 100%. Либо серьезно, профессионально занимался в прошлом спортом. Может быть, даже участвовал в каких-то соревнованиях, там, выигрывал медали, призовые места. Мужчина, вот посмотришь на него, и ощущение безопасности. Как за каменной стеной, да? Вот даже если вы не его женщина, просто вот рядом с ним стоишь и чувствуешь себя в безопасности. Сильная личность, сильная, на себя внимание обращает. Вот действительно обращает внимание. Фигура, рост, вес, телосложение, черты лица, да? Вы все разные, у каждого будет по-своему. Но на него всегда обращают внимание. Вот где бы он ни появился, его везде и видно, и слышно. И на него посматривают женщины, посматривают, восхищаясь, а мужчины посматривают, завидуя, да, что какая фигура, она качок, спортсмен, военный, да, мужчинки, да, завидуют, ну а женщины все такие: о, какой мужчина, ну-ка посмотри на меня, да, обрати на меня внимание. Так, мужчина, характер. У него, кстати, очень такой веселый, я бы даже сказала, в какой-то степени детский характер. Он любит шутить, он любит развлекаться, он любит где-то бывать, да, вот не дома сидеть, диван попой давить, а именно развлекаться. Вот активный отдых он любит, может, кемпинг, он любит море, он любит поездки, да, вот не дома сидеть, не за компьютером там рубиться в игры, а именно активный образ жизни, активный отдых он любит. Еще про этого мужчину по поводу его характера хочу добавить, что он очень любит общение, он очень контактный. Скорее всего, у него обширный круг знакомств и очень много друзей. Со всеми он общается, никому никогда ни в чем не отказывает, особенно если какое-то движение, какие-то посиделки, гулянки, он везде там присутствует. Немножечко выглядит не домашним, но с другой стороны, девочки, с ним не скучно будет, вот 100% не скучно. Мужчина, который, кстати, по характеру, вот тоже важный момент, он к женщинам очень трепетно и бережно относится. Я не могу сказать, в чем причина такого поведения, но он женщин уважает. Вот всех женщин уважает. Такой никогда не будет ни кричать, ни материть, уж тем более не будет руку поднимать. Вот для него это прям запрет, табу. Вот он из той редкой категории мужчин, который вот может даже за незнакомую женщину вступиться. Да, вот он не потерпит какого-то хамского поведения, отношения, харассмента в отношении женщин, даже если это вот рядом с незнакомой женщиной происходит. Но такой защитник. Вот не зря его показали с мечом и с щитом. Защищает. Что мне не нравится в этом мужчине? Мне не нравится, что он какой-то безотказный. Да? Вот есть такое безотказный. Вот что его не попроси, он все сделает.
Особенно вот там посторонние люди, друзья, знакомые, родственники. Вот никому никогда не отказывать. Даже в ущерб себе может делать. Да, там валиться с ног, но при этом идти и помогать, да, там, дрова колоть. Ну, это, конечно, утрирую, но тем не менее, чтобы вы понимали, вас это, конечно, будет очень расстраивать. Вы будете видеть, как он там надрывается, как он последний отдает. Конечно, будет расстраивать. Но с другой стороны, девочки, но он добрый, безотказный и к вам будет, и к вашей семье, и к вашим детям, и к вашим друзьям. Понимаете? Это да. Себя как-то он не жалеет, не щадит. Вот о себе думает, наверное, как в последний момент. Еще мне идет, что он какой-то вот бессеребренник, да? Человек, который не склонен к стяжательству, накопительству. Вот у него есть деньги, он такой, есть деньги, гуляем, да? Вот. А так, чтобы там копить, собирать, этого нет. Этого нет. Ну, возможно, если рядом будет мудрая женщина, да, то этот навык он в себе разовьет, ну, при вашей помощи. Так, еще мне не нравится, что он, ну, вот в этих шумных компаниях, скорее всего, он любит не только пошуметь, погудеть, но и, наверное, они там пьют, да? Я не могу сказать, что он пьющий человек, там, запойный, что он там слаб, да, на это место. Но нет, он просто выпивает. Он становится веселым, добрым, там, песни может петь, не знаю, танцевать может, трюки какие-то делать, да, но не буйные, не буйные. Вот есть человек выпьет и становится злым, таким агрессивным, вызывающий себя ведет, а этот нет, это наоборот какой-то прям веселый становится. И, кстати, у него всегда видно, что он выпил. Еще почему-то говорят, что у него лицо красное. Может, когда выпьет, лицо красное. Может быть, он такой здоровый мужчина, у которого всегда такой полноценный цвет лица, да, розовые щеки. Может, проблема с сосудами, да, розацея, может быть, купероз, да, поэтому красное. Итак, мужчина, который по судьбе должен войти в вашу жизнь. Я вам даже больше скажу. Того мужчину как будто бы духи вашего рода вот выбрали для вас. Для вас выбрали они его вам защитником. Защитником, именно защитником. Возможно, вы нуждаетесь в таком защитнике, возможно, вы нуждаетесь в таком сильном плече, вот как тыл. Да? Он должен стать вашим надежным тылом. Может быть, вы сильная женщина, вы сами себе зарабатываете, да, либо знаете, что делать, чтобы заработать. Может быть, вам не хватает чисто мужской силы, да, грубой мужской силы. Вам не хватает такого веселого, преданного друга, как этот мужчина. Вам не хватает в жизни развлечений, да, потому что вы ведете очень обособленную жизнь. Ну, в общем, идет. Духи рода ведут. Долго они вам, кстати, его подбирали. Ну, вот именно выбрали. Вас с этим мужчиной кто-то будет знакомить. И будут вас знакомить в момент, когда вам потребуется именно помощь. Именно мужская грубая помощь вам потребуется, физическая, да. Вот вас кто-то познакомит, либо вам его кто-то порекомендует, вот как по рекомендации, да. Скорее всего, вы ему будете, то ли звоночек вы ему сделаете, то ли напишите, то ли конкретно человек вас подведет. Да, я не вижу, чтобы он к вам подходил. Я вижу, что вас к нему подводят, да, либо вы сама к нему подходите. А может быть, обращаетесь по телефону, либо в мессенджере можно обратиться. Но когда вы его увидите, вы обалдеете. У вас вот такое будет впечатление, что вы действительно богатыря встретили, какого-то, не знаю, этого гиганта, колосса. Вы такая, боже, разве такие бывают? Да? Где ты рос? Как ты таким большим вырос? Но вы по сравнению с ним очень миниатюрная. Даже если вы высокая женщина, даже если у вас рост под 1,90 м, вы будете по сравнению с ним миниатюрная. Прям такая, боже, что за мужчина? Как-то вот мурашки, от него идут мурашки у женщин. Какое-то электричество в воздухе начинает, разряды электричества чувствоваться. По крайней мере, у вас точно будет. Вот, прям будете его рассматривать, да, возможно, вы хорошо воспитанная женщина, и, в принципе, вам в голову не приходило каких-то мужчин рассматривать, там, что вы там не видели. А этого вы конкретно будете рассматривать. А этого мужчину вы, да, вот с удивлением заметите, что вот, да, я его рассматриваю, мне прям он весь интересен, что за человек. Но вот видите, у вас гора,
И чтобы перейти эту гору, вам нужна будет помощь. И видите, через руки вы с этим мужчиной друг друга находите, обретаете. Кто-то посоветует все-таки, да? Подведет, посоветует, либо даст контакт. Вот в процессе, когда этот мужчина будет вам помогать, видите, вот этих птичек, да, между вами завяжется отношения. Вам будет очень интересно с ним. Прямо интересно узнать, вот откуда такой богатырь, откуда такой красавчик, да, как он, с кем он, да, вот личная жизнь. Прям сами от себя не ожидаете, но будет у вас такая реакция, прям такой интерес к нему пойдет. Ну, духи рода знают, кого вести, да, знают, кто может вас заинтересовать. Может быть, такая вы переборчивая девушка, и духи рода, ну, надо такого, чтобы точно интерес проснулся. Вот еще вижу, как сильное физическое влечение. Даже если вы мне сейчас не поверите, махнете рукой на меня, на мое видео, скажете, да, что я там, мужиков не видела, зачем мне это физическое влечение? Но вот правда, вы его будете ощущать. Вот не зря я вам сказала про электричество в воздухе. Прям будете ощущать. Вот, ну, давайте скажу как есть. Вы его захотите. Вот, вы его захотите. Даже если вам это не свойственно, даже если вы считаете, что у вас уже там климакс, да, вы его захотите, этого мужчину. Вот захотите так, как никого никогда не хотели. Вот, это вот прям самый главный звоночек. Вот. Что касается его отношения к вам, ну, он видит в вас такую, знаете, дюймовочку, он видит в вас хрупкую, но очень умную женщину. Вы как-то его покорите глубиной своих знаний, познаний, умением подать себя, такая вот вся благородная, благородного происхождения, там, голубых кровей. Он будет смотреть на вас как на, ну, вот человека с высшей ступени развития, да, вы типа на высшей ступени, а он там где-то пониже, и ему так будет с вами интересно, ему так будет приятно, да, что вы такая умная, что вы там какие-то вещи ему рассказываете, что вы там много всего знаете. Я не могу сказать, что он глупый, да, он тоже там что-то знает, начитанное, образование есть, но то, как вы знаете, как вы подаете информацию, на это уметь надо. Вот ему очень это понравится. Плюс у вас лицо какое-то родное для него будет. Ну вот внешность, да, не обязательно лицо только, внешность какая-то родная. Либо это какой-то архетип, который ему максимально привлекателен. Может быть, вы ему там напомните свою там юношескую, детскую влюбленность. И вот он на вас будет смотреть и умиляться, как вот красивая и умная, да. Ну вот необычная, вы для него необычная женщина. Ну вот у вас как переписка, либо созвоны будут, да. В основном у вас больше как не личное общение, а именно, ну, мессенджеры, да, как я уже сказала, телефон. Там много времени с друг другом будете проводить. То ли вы живете далеко друг от друга, то ли именно с этого начнутся отношения. То есть не с прямого контакта, а именно вот узнавать друг друга, узнавать. Так, некоторые вещи, как я уже сказала, будут вас смущать, но для этого мужчины, у него вот какой-то страх идет, что вот такая умная и красивая его не выберет. Да? У него вот как комплекс какой-то по поводу вас образуется. Ну, еще раз говорю, вы для него необычная. Он таких, как вы, не встречал. Почему-то он будет считать, что он вам не ровня, что он не может соответствовать такой женщине, как вы. И вам еще придется его как-то в этом переубеждать, да, бороться с его комплексами. Но с другой стороны, вас тронет его вот эта чуткость, наивность и, ну, не буду говорить плохие слова, да, но вот то, что он так себя противопоставил вам, да, что вот она шикарная, я так, как красавица и чудовище, да, Квазимода. Вот, вам придется его еще переубеждать. Непростой у вас путь к тому, чтобы сойтись, но духи рода знают, что делают, и они ему не позволят отступить. Да и вам уже не позволят отступить, хотя вы и не захотите отступать. Ну, классный мужчина. Вы ревновать его сильно будете. Вот к женщинам будете ревновать. Ну, потому что красивый, потому что сильный, потому что внимание привлекает. Но ревность ваша окажется пустой, абсолютно пустой, потому что кроме вас ему никто не нужен будет. Вот, просто не нужен. Кстати, у мужчины в прошлом были отношения, но отношения какие-то все такие, знаете, легкие, поверхностные. И даже у кого-то отыграет, что был брак как по залету, да? Есть по расчету, а есть по залету. Вот, но ничего серьезного, там не было особой любви. Ну, как забеременела девушка, он как благородный, честный человек женился.
Да, стали жить вместе и со временем стали понимать, что, что мы поспешили, да, ошибочка вышла. Вот. Он со всеми хорошо общается, у него нет врагов. Вот такой вот он человек, что нет врагов, его невозможно не любить. Опять же, ревность, у вас из-за этого будет ревность. У него много знакомых, как я уже сказала. Среди этих знакомых и женщина есть. И вы каждый раз будете чувствовать себя на иголках. Да? Где он, с кем он, кто ему написал. Почему у него в соцсетях столько знакомых женщин. Почему у него в телефонной книге столько знакомых женщин. Да, вот ревновать будете. Хотя он вам будет верен. Он никогда не даст вам повода, вот конкретного повода, да, себя ревновать. Он всегда будет вас успокаивать. Что я по итогу вижу? Здесь у меня такая пара, где сильный мужчина и очень умная женщина. Ну и красивая, и умная. И вижу, что в семье, в такой семье, вот визуально будет казаться, что мужчина, значит, он там решала, а женщина при нем. А по факту, на самом деле, именно женщина будет все решать, выбирать как глава семьи, а мужчина при ней. Да, он защищает, он добывает, вот что женщина скажет, вот пойди там мамонта забей. Он пойдет забьет, он ей принесет. Она ему скажет, там, давай там котлеты накрути из этого мамонта. Он начнет крутить эти котлеты, понимаете? Вот он удобный. В бытовом плане прям вообще очень удобный. А в плане зарабатывания, с такой умной женщиной, я думаю, что он будет зарабатывать. И будет зарабатывать неплохо. Просто ему сейчас не надо, ни к чему. Как я уже сказала, он такой бессеребренник. Вот. А вы уже и считать умеете, и умеете стратегию выстраивать. Вы ему подскажете, что делать, где денег заработать, и что с этими деньгами потом сотворить, да, во что вложить, что приобрести. Но все деньги будут у вас, девочки. Вот сколько бы он там ни зарабатывал, все будет у вас. Ну и благодаря вам он тоже карьеру может сделать, либо, может быть, даже делом каким-то своим заняться. Вот вы у него как дом советов, да, вы все ему говорите, он вас слушает внимательно и делает. Вот. Он, кстати, будет даже очень рад и благодарен, что вот вы такая умная, говорите ему, что делать. Потому что он больше вот там организовать веселье, там потусить, помочь, защитить, да, вот там, где силу нужно применить, там, где нужно свой артистизм применить, да, вот он такой. Это неплохо, девчонки, это неплохо. Потому что вы личность очень сильная. Вы хоть и маленькая, хрупкая женщина, но вы прям из железа, из железа настоящего, из стали сделаны. Вы такая негибкая, вы такая, вот как, знаете, струна, вот вообще сильный характер, волевая, как говорят, командиру юбки, да. Тут даже не командир, тут император. Женщина-император. Вот у вас такой характер, у вас такие манеры, у вас такие повадки. Внешность ваша обманчива, да, потому что, я уже сказала, вы выглядите очень такой беззащитной, такой вот, знаете, аленький цветочек. Но аленький цветочек с железными этими металлическими корнями, попробуй вырви, да, еще с вот такими вот шипами. Заколю, просто любого заколю. Вот. Такой женщине, как вы, нужен вот такой покладистый, добренький мужчина. Вот именно так. Другой бы мужчина вам не подошел. Скорее всего, вы и сами это понимаете, да, вы уже пробовали с другими мужчинами. Когда там две сильные личности сталкивались, то был ядерный взрыв. Да? Помните, да, эти все времена? Вот поэтому вам нужен такой добрячок, податливый, спокойный, уравновешенный, да, немножечко как закомплексованный в какой-то степени, но нет, не сильно закомплексованный, но тем не менее. Вот такой мужчина вам нужен. Духи рода ведут. Вот, пожалуйста, прорисовали. Сильнейший вашего рода ведет к вам этого мужчину. Кстати, сильнейший вашего рода — это мужчина. Мужчина, который, он как знак власти держит. А все ли вы знаете о своей семье? Этот мужчина знак власти держит. Он где-то был главный, сильный. Подчинялись люди, слушались люди. Тут и власть может быть, и сила. И это главный в вашем роду, в родовой системе. И именно он вам выбрал этого. Вот почему-то мне идет богатырь. Может, вы его так называть будете. В общем, ведут. Выбрали, ведут. Хотят, чтобы защищал, чтобы оберегал и защищал, чтобы не обижал вас никто, понимаете? Но он вас точно, этот мужчина, не обидит, чтобы другие люди вас
не обижали. Когда у вас такой, извините, телохранитель рядом, то никто не захочет вас обидеть. Все будут молчать в тряпочку и обходить десятой дорогой. Вы очень красивая пара, вы очень классно будете смотреться. И если вот детки, да, пойдут, то детки будут очень красивые у вас. Красивые, и генетика у этого мужчины очень хорошая. В плане вот здоровья, крепости здоровья, там, со стрессом бороться, да, стрессоустойчивые. Ну, что надо. Духи рода точно плохого бы мужчину вам не выбрали. Видно, вы до этого ошибались несколько раз. И родовой совет решил, что ну хватит. Хватит ошибаться. Надо ей там замуж выходить, надо ей жить стабильной жизнью, там, детей рожать. И вам этого мужчину выбрали. Но мне идет именно так. Пара вы очень красивая. Вам вместе быть, жить не тужить. И вот мне идет, что вот как крепость какая-то еще будет. Крепость, ну, это, понимаю, собственный дом, жилище, там, построите, приобретете, может, и построите и приобретете. Да, не обязательно одно жилище, не один дом, там, может, дача, квартира, что еще, там, апартаменты. Ну, разберетесь там, что у вас будет. Но вы, конечно, благодаря этому мужчине очень поменяетесь. Вы спокойнее станете. Спокойнее и увереннее в завтрашнем дне. У вас, кстати, это проблема. Вы очень чувствительная и очень эмоциональная. Эмоциональное переживание очень много. Вы стараетесь все просчитать. Вы стараетесь все вот как предвидеть. Очень много стресса у вас из-за этого в жизни. А с таким мужчиной вы такая: а что там будет? Вот он меня, богатырь, да, что со мной будет? Все хорошо со мной будет. Вот как успокоение. Смотрите, вы ему ум, а он вам защиту. Вот как-то так мне идет. Еще раз говорю, он не глупый, но вы более грамотная женщина, вы начитанная, у вас высокий IQ. Просто такой человек, да, мудрость рода в вас проявилась. Ну, что есть, то есть. Мои хорошие, ну вот буквально. А мне вот идет, что где-то месяц через месяц. Либо в этом месяце, до конца этого месяца, либо в следующем месяце вы с этим мужчиной познакомитесь. Вернее, вас кто-то познакомит, сведет, либо даст наводку на этого мужчину. И вот тогда уже начнется ваша история. Но он вам понравится, действительно понравится. А вы ему очень понравитесь. Вот. Духи рода плохого мужчину не приведут. Да? Это вы точно должны знать. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.